Знаешь, с годами еще больней. Я хочу рассказать историю своего деда Хагба Исуна Ситовича, который родился в 1910 году, и на момент начала Великой Отечественной войны ему был 31 год. Он жил в селе Ачандара Гудовского района, там родился и вырос. На момент начала войны дед уже был женат, вот он только женился на моей бабушке Чалмаз Циби Ситовне, которой без малого было 16 лет. У моей бабушки не было ни отца, ни матери, у нее оставалось только 2 родных старших брата. О них я тоже хочу рассказать. На момент, когда мой дед и его родной брат Хагбамкан Ситович ушли на войну, бабушка уже ждала старшего ребенка, который родился в 1942 году, пока наш дед был на войне. Дед наш попал в Смоленскую область, он там воевал. В одном из наступлений нашей армии пришлось отступать, но они были далеко и не знали об этом. Они шли вперед, и в какой-то момент они уже услышали нерусскую речь, поняли, что он и его друг вдвоем остались. Но его друг был из Смоленской области, он хорошо знал местность и вывел деда и себя из тыла врагов. И мой дед не знал русского языка, он говорил только на абхазском, знал отдельные слова на русском языке, но и плохо их складывал в фразы. И, конечно, это осложняло наверняка ему пребывание, общение с людьми, с которыми ему приходилось воевать. А затем в одном из следующих сражений он был ранен. Был ранен в ногу. У него было не тяжелое ранение, но его оставили, армия должна была продвигаться, а его оставили на поле раненого, и он истек кровью, и на момент, когда уже раненых собирали, он был без сознания. И его, как погибшего, складывали, погибшие тела складывали в машину. И, видимо, его складывали одним из последних, потому что медсестра заметила, что грудная клетка у него шевелится, что он все-таки дышит, и она спасла его. Имя медсестры мы, к сожалению, не знаем. Такой вот трогательный момент. Она его спасла, его отправили в госпиталь. Он выжил, вернулся. Долгий у него был путь. И вот то незнание русского языка, о котором я говорю, он все время говорил, что ему это очень осложняло. Почему-то он после госпиталя не как-то централизованно был направлен, а сам был в пути. И он говорит, я говорил все время Абхазия, Гудаута, Ачандара, вот 3 этих слова. И так вот он добрался до Абхазии, и он на абхазском все время говорил Бакхан писает. Он как-то из Смоленска, то есть какой был длительный путь, через Баку он попал в Абхазию. Я не помню, чтобы он когда-либо говорил об этой своей ране или о том, что она у него ноет или болит. После этого уже в 1944 году родился мой отец, и еще, в общем, у них с бабушкой было 6 детей, 5 сыновей и младшая дочь. Он дожил до 77 лет. Все его дети были живы-здоровы, он умер как бы счастливым отцом большого семейства. Я уже говорила, что бабушка в 16 лет попала в хагбовскую семью. И к этому времени у нее оставалось 2 единственных брата, которые тоже ушли на войну. Одного из братьев звали Чалмаз Шота Ситович, другой Чалмаз Зусим Ситович. Оба они ушли на войну. Это единственное, что у нашей бабушки вот из кровинки, оставались люди. Они оба ушли и не вернулись. Больше никогда не вернулись. И это, конечно, такая большая боль, с которой наша бабушка прожила. Бабушка была очень теплым человеком. Я ее мало тоже помню, потому что мне было там неполных 5 лет, когда она умерла. Но я могу себе представить, потому что уже мы, поколение, пережившее войну, поколение, которое знает людей, потерявших без вести, мы хорошо знаем, как это больно, и я могу себе представить. Могу предположить, почему бабушка с такой тяжелой болью умерла довольно молодой женщиной. Мы уже установили место их смерти. Мы знаем, что Шота воевал под Ленинградом и там погиб.
Следы, правда, Зосима, они теряются в Баку. Последнее письмо оттуда было. Больше мы не знаем, куда он попал и где он погиб. История нашего народа вообще пронизана вот такими страшными испытаниями, как война. Мой дед умер в 1987 году. И, конечно, даже если бы он в этом возрасте, когда мне было 8 лет, рассказывал бы мне о войне, я бы думала, что это что-то, что уже прошло и не может быть в моей жизни. То есть, когда я смотрела фильмы, какие-то истории, документальные фильмы о войне, я это воспринимала как давно прошедшую историю, а не как что-то, что может случиться на моем веку. И уже через 6 лет после того, как не стала дедом, я очень хорошо стала понимать, что такое война. Мы, поколение, пережившее эту войну, еще больше, наверное, понимаем, как важно чтить память, как важно об этом говорить. Я, например, благодарна своим родителям, это понятно, но и своим учителям. Я считаю, что они много в нас вложили, много знаний, понимания, эмоций. Думаю, что с этим связано то, насколько в Абхазии сегодня чтят эту победу. Знаешь, с годами еще больней.